В феврале этого года Владимир Уйба рассказывал депутатам Государственного совета Коми о деталях стратегии развития региона, рассчитанной до 2035 года. В ней обозначены основные направления, которые помогут республике развиваться. Анна Зубарева о некоторых подробностях долгосрочной программы. Появление новых федеральных программ поддержки, отнесение Инты, Усинской и Усть-Цельмы к арктической зоне и принятие России стратегии развития Арктики – вот лишь несколько причин для обновления стратегии развития Коми, принятой еще за год до пандемии, в апреле 2019-го. Цели долгосрочного плана не изменились, это по-прежнему повышение качества жизни населения республики, но добавились новые инструменты. 2019 год – это была одна республика, это была одна экономика, как в целом в стране. 2020 год внес очень серьезные коррективы, но и мы понимаем, что есть очень большой объем инструментов федеральных, которые несут за собой и индустриальные новые парки и экономические зоны. Одна из главных задач – сокращение оттока населения. Цель, объявленная главой, создание до 10 тысяч технологичных рабочих мест за 5 лет, в рамки стратегии вполне вписывается. Это инструмент удержания в регионе молодежи за счет развития транспортно-логистического сектора, привлечения инвестиций и создания новых кластеров экономики. Плюс наполнение этих кластеров за счет местных специалистов. Основная проблема, я думаю, как и у нас в районе, так и в республике, это именно отсутствие рабочих мест для молодежи. Молодежь учится, и молодежь уезжает. Только при наличии рабочих мест и соответственно, оплачиваемой работы, высокооплачиваемой работы, наша молодежь будет оставаться здесь и создавать свои семьи, продолжать жить в нашей республике. Важный момент. Традиционные добывающие отрасли нефти, газа, угля трансформируются даже в среднесрочной перспективе до неузнаваемости. Европейские страны уже отказываются от углеводорода в пользу зеленой энергии, и добыча ископаемых, которая сейчас приносит почти половину всех доходов в бюджет Коми, согласно прогнозам правительства, будет видоизменена и местами вытеснена более технологичными отраслями. Это вовсе не означает, что не будет нефтегазовой отрасли. Она будет, просто она будет другой, с высокой долей переработки. Будет нефтехимия, композитная отрасль, будет углепластики, будет голубой водород, получаемый из газа и многие-многие другие составляющие. При этом мы понимаем, что трансформация нефтегазовой и угольной отрасли из просто добывающей в отрасли с высокой степенью переработки – это многомиллиардные инвестиции, требующие не одного года на перестройку. Кроме того, создание одного рабочего места в добывающей отрасли обходится дороже, чем в других секторах экономики. Их создание – вопрос перспективы. Например, аддитивные технологии, кибербезопасность, приборы, машина и судостроения, создание роботизированных комплексов для транспорта. Стратегия предлагает выделить 3 новых направления в туризме. Туристско-рекреационный кластер с опорными точками в столице, южных и центральных районах. Кластер этнографического и водного этнотуризма с опорными точками в Усть-Цельмском и Ижемском районах, а также зону арктического туризма в Воркуте и Инте. Туризм должен начинать в первую очередь с тем, что те люди, которые живут в Инте, в Усинске, в Воркуте, тоже познакомились с регионом. Есть много всего, можно много всего увидеть, и вы не пожалеете, что когда вы приезжаете в Усть-Цельму или в Ижму, или естественно, на Урале, это действительно очень новые впечатления. Стратегия не идет в отрыве от развития муниципалитетов. Депутаты Госсовета отмечают, там, где будет экономический рост, будет и социальное развитие. Нужны особые условия для наших предпринимателей, в том числе будущих. Целый ряд преференций, льготы, налоговые кредиты, специальные контракты. Любая стратегия, она решается на местах. И мы, как народные избранники, ставим своей целью донести до каждого жителя республики суть экономических решений, которые представлены или которые разработаны главой Республики Коми, правительством Республики Коми, чтобы получить первое одобрение наших жителей, возможно, критику и, естественно, какие-то конструктивные предложения, которые будут учтены. Пересмотр и диверсификация существующей экономической модели займет время. И, очевидно, станет вызовом для народных избранников и властей всех
всех уровней в Коми. Для обсуждения деталей программы развития правительства республики проводят стратегические сессии в муниципалитетах с местными депутатами и представителями заинтересованных отраслей, энергетиками, транспортниками, промышленниками и предпринимателями. Инструменты и цели определены. Остается определиться с конкретными шагами на местах. Это позволит доработать стратегию развития региона таким образом, чтобы она стала не только и не столько вектором развития, но полноценным планом действий.